Это долгожданная новая мечеть в селе Кокей Карасу-Базарского района, о которой местные мусульмане мечтали уже давно. В селе проживает около 80 крымско-татарских семей, а небольшой дом, который они купили еще в 2003 году и где совершали коллективные намазы на протяжении 19 лет, сильно повредился за эти годы. На праздничные пятничные намазы сюда приезжали и жители соседнего Кангила, но помещение не вмещало всех желающих. Поэтому год назад местные мусульмане решили построить новую большую мечеть на этом же участке. Всего за год при поддержке мусульман, откликнувшихся на их просьбу, им удалось проделать огромную работу. С гордостью можем находиться в нашей мечети. Вот прошел ровно год, как мы начали строительство нашей мечети. За этот год мы проделали огромный фронт работы. Это, как вы видите, вознесение стен, монтаж крыши, монтаж окон. Выражаем огромную благодарность тем, кто уже откликнулся, кто нам помог. Вот была единоразовая помощь сразу на строительство крыши, на монтаж. Также один завод откликнулся по изготовлению окон. Сразу под наши размеры были сделаны окна и доставлены прямо сюда. Ну, общими усилиями возведены были стены, сейсмопояс. Это также нам были выделены средства от некоторых фирм. По проекту новая строящаяся мечеть будет выполнена в крымско-татарском стиле. В ней одновременно смогут совершать молитву около 100 мусульман. Строительство этой мечети сплотило мусульман села. Каждый здесь стремился оказать помощь. Эта мечеть нас сплотила в первую очередь. Все начали приходить. И я думаю, что подрастающее поколение объединится и будет здесь всегда на байрамы собираться. Потому что я сам урожденный на Урале, этого ничего не видел. И до глубины души меня это все, как сказать, трогает, когда наша молодежь собирается вот, в мечети. Дин тарафтан баханда – это очень влияет на сознание людей, потому что мы, как приехали, все были разрознены, а сейчас, Аллах, чох, шкур, все собираемся. В этом году местные мусульмане планируют завершить внутреннюю отделку культового сооружения, чтобы уже зимой в новой мечети совершать коллективные намазы. Но для облагораживания святыни еще необходимы большие средства. Местные жители обращаются за помощью ко всем неравнодушным. Предстоит нам еще много работы. Это такое, как установка электричества, также монтаж теплого пола, отопление, штукатурка стен. В данный момент у нас уже материал закуплен, ждем подрядчика. Иншаллах, обязался в конце октября уже прийти. Но до этого мы должны успеть раскидать проводку. Нуждаемся в данный момент в хорошем электрике. Если, конечно, есть такие, хотелось бы, чтобы кто-то отозвался на помощь нам. Сейчас предстоит также до холодов нам закончить хотя бы нам прихожую, коридор, чтобы мы уже в зимний период уже могли там совершать пятничные намазы. Помочь мусульманам села Кокей завершить строительство новой мечети можно, перечислив средства по реквизитам.